общем, снег метет. Это мы подъезжаем к Ригам. Тут Ай. Да, что-то не скажешь, все тарахтит. Ну, Томот проехал, в Томоте ночевал. Хотел заснять, что на Ригах. И что-то опять рано, наверное. Или нет, вот сейчас с прямой. Ну, кто-то спрашивал, как там. Это Рига 1, Рига 2, тут подъемы такие были. Петли раньше. Ну, узкая дорога, особо не разгонишься. И тоже подвисал народ здесь. Снежок возле Томота прям вообще качественно шел. Ну, здесь поменьше стало. Ну вот видите, широкую дорогу здесь отсыпали. Асфальт с той стороны идет сейчас. Ну. И вот раньше старая дорога, видно ее, она вот из-под нового полотна он выходит. Ну, раньше как было. Так, что установка? Минус 6 на улице всего лишь. Это вот тут пожар был лесной. Вон все деревья черные, даже большие. Ну, давненько уже. И тут тоже, кстати, вот видите. Все обгоревшее, выгорало тут. По идее надо подразогнаться. Но дорога кривоватая. Ну это гравийка, то есть по гравийке тут едем. Ее вот летом они делали, ну укатали под асфальт. И там дальше АБЗ стоит. Ну быстро они тут делают, в принципе. Летом тут один рейс едешь, потом назад возвращаешься, уже километров 15 асфальта нового. Тут, считайте, вот самый новый асфальт будет скоро, который здесь на трассе. А раньше вот она была. Ну, не выглядит так, конечно, мощно, но вот. Сюда поворачиваешь и потом вот так вот. И как раз вот второй поворот уже производилось зависание там. Что скорость терялась. Ну и узенькая она была, это еще. Наверное, расширяли ее как-то там. Ладно, выключаю сейчас вторую часть Риги, потом засниму. Вот старая дорога вот здесь вот выходила, вот тут наверху была. А тут, получается, выемку сделали. Больше во втором повороте вопросы были. Живописных ничего, да. Ну, чутка по Якутии ничего. Можно это видео ни о чем 2 часа. Да, днем, конечно, хуже. Рельефа не видно, непонятно. Ну, оно сливается все. Ну так вроде ничего, видно, грейдер ходил здесь. Это опять же, я повторюсь, тут гравийная дорога. А вот здесь вот на спуске будет, они вот именно эту часть, это вот Рига 2, тут будет вот тот подъем.
Ну, то есть, видите, да, выемку какую сделали, и она тут еще, как бы, я так понимаю, не до конца, или просто уже финишный слой еще досыпят, выровняют, потому что тут такие бугры поставляли они. Даже, ну, скальник такой торчит, не знаю, но работы свернули, техники нету никакой. Ну, тут через раз здороваются. Ну и вон Рига вторая, видно. Ну, старую дорогу как-то не просматривается, не знаю, или вот то в сторону уходила. Ну, что-то навряд ли. То, по-моему, лэп идет. Да. Тут так вот, видите. Ну, в общем, самый плохой участок здесь. И где-то с середины вот там вот подъема уже асфальт. Ну, самое, по-моему, вот первый подъем раньше был. Ну, круче, чем вот этот. Тут, по-моему, он... Ну, видно, там вон в конце, наверное. Мы даже как-то ехали, по-моему, в прошлом году. Выемку еще делали, где-то поверху проезжали, по-моему, вот в том месте. Это вот как старая дорога шла. Непонятно, как они расширяли тут. Ну, видите, большую насыпь подсыпали. Это объезд какой-то был. Ну, наверное. Не знаю. Так, забыл разогнаться, как обычно, да? В общем, за нами там куча снега заметает, разметает. Ну, уже до асфальта сейчас засниму, потом АБЗшка тут стоит. Ну, это для кого родные места, это для них съемка. Кто раньше ездил. Не знаю, старую дорогу не видно. Ну, видать, вот, или вот она вот рядом, вот здесь. Старая, вот это вот в снегу. Ну, или прям по ней, может, одну полосу отсыпали, потом вторую, как-то, не знаю. Я-то езжу здесь с октября того года, ну, 21-го, с октября 21-го года. То есть романтический момент упустил. Вот асфальт пошел. Ну да, вот она, старая была дорога. Ну там вот за деревьями. И туда наверх. Но он попрямее, вот этот был подъем. Что, расход у меня сейчас 39,1. Был, по-моему, 34 или 33,8. Что-то такое было до поворота на Якутию. Ну, тут километраж небольшой. Я же с Владивостока еду, получается, 2,683. Ну, то есть с Уссурийска. Ну, стоял в Артеме. Получается, пустым до Уссурийска. Там хвать и скрылся. Ну, в общем, вот такие вот Риги. Почему Рига, не знаю. Надо узнать. Обход. Тут кафе «Мечта» возле Тарын. Населенный пункт. Это качекации уже прошли. 80 до Бестяха получается. Это Артур едет со мной. Ну, мы вместе, он дальше на Сунтара идет.
за Якутск. А я уже тут почти приехал. Ну, идем по снегу, опять все снегом закидало. Вообще -2 даже было, сейчас -4, что-то такое показывает, или 3 даже. Такие сосульки. В общем, снег белый-белый, видите, без грязи все. Здесь как бы не это, видите, обочины, все чистенькое. Короче, машина в порядке. Мы в порядке, сзади спойлера. Номеров не видно, стопаков не видно это. Ну надо, ну сейчас я почищу, вы не думайте, я просто руки заняты. В общем, такие дела. Природа, ветра нету, там вот синие тучи, как, знаете, как осеннее это небо. Ну, снег шел так активно за томотом. Ну, Артур тут вообще срочно наводит красоту. Видите, отбивает все эти. Ну, что-то там, я не знаю. Брызговики чистит так. Ну, у меня, в принципе, не знаю, что тут чистить, блин. Потом как-нибудь летом оно само оттает. Ладно, не буду мешать работать. А вот, кстати, резина, да, вот. У него стоит такая, как у меня была. Видите, какой протектор на ней? Это Michelin X Multi-Grip, который. И у меня сейчас он такая же точно резина. Через 160 тысяч километров. Ну, на Тита заехала, но разница, конечно, я за лето взял ее, укатал в усмерть просто. Ладно, в общем, конец фильма. Сейчас общий план заделаю. Погодка супер, конечно. Это, по-моему, рекордное какое-то потепление для Якутии в такое время. Это получается сегодня 26, что ли, февраля. Или 27. И -2 было. Ладно, всем удачи на дорогах. Доехали. Качекацы. Газпром тут самый навороченный. Тут даже такие туалеты с этим, с автоматической этой, ну, меняется на ободке, одноразовая, ну, как бы такая целлофановая накладка. И тут, по-моему, этот гаишники устроили, постгаишники. Въебался, никого нету, блядь. Да, блядь, походу налево какой-то самосвал закипал, нахуй. Авария тут, вон что, моргали там. Я думал, на повороте кто-то. Ну все, меня уже ждут, короче, там в Якутске, ну, вечереет, уже 4:30. Кто, непонятно. В общем, с перекрестка кто-то. Да, видел. В общем, меня тормознули из-за того, что сейчас будет буксировать машину. В общем, говорит, стой, сейчас буксировать будем. Не знаю, что он там застрял или колесо выбили у него. Пока непонятно. Короче, засниму. Нехорошо, конечно, такое снимать. Но всем интересно, что ж случилось. КамАЗик. Короче, водила все нормально, только вот он, получается, ехал прямо, а самосвалу надо было повернуть.
налево. Ведь самосвал притормозил повернуть налево, а этот не притормозил. И помог самосвалу повернуть налево. Так что про дистанцию как бы все должны помнить. Ну да, после трассы тут едешь, только прямо. 1000 километров, потом откуда налево поворот взялся. Вообще непонятно. Так, ладно, по Бестяху проехать чутка, пока днем. Жека, вытяни, я, заеду. Давай, вперед, вытянуть, вот эти отъедут, ты на их станешь на единицу. Или ладно, а то сильно долго, сейчас в центре там включусь. Нижний Бестях. Опять снежок сыпет. Но тут попрохладнее. Вот буквально мы проехали от кафе 80 километров. Тут стало минус 18, а там было минус 3. Даже 2 показывало. Там где-то на подходах. Ну тут уже, наверное, солнце спряталось, и земля промороженная начала через 500 побеждать. Метров поверните налево на Пристанскую улицу. Это я навигатор уже включил, мне осталось куда-то, я не знаю, на край 27 километров, короче. Я даже не посмотрел, сейчас перееду через лед, гляну, куда там вообще оно ведет. Так вот это росгвардейцы крадутся. Ну правильно, они как на грузовике. Видят, что красный светофор, и накатывают на него потихонечку тоже. Колодки тормозные берегут. Сейчас выходим. Поверните налево. К реке Лена. Ну, тоже видимость, да, снег сыпет, все белым-бело. Ну, сейчас будет, наверное, получше видно, чем я в прошлый раз в тумане там ехал. Ну да, берег даже видно тот. Ну, как чуть-чуть, что темное что-то. Такой тоже подъемчик, ну все посыпано. Так вот тут, конечно, прямо если уехать. И то это видно острова. Это острова. Не тот берег. Тот берег далеко. Ну, мы сейчас, в принципе, поедем, получается, по маршруту, как паром идет. Так вот, вдоль берега, и потом основное русло там пересекаем. Ну, километров, я не знаю, сколько. Ну, 10-12, наверное, точно. Ехать 15, наверное. 10, 12, 15. Или около того, в общем. Ну, вот это река Лена. Все в торосах. Это никакое не водохранилище здесь, ничего. Это просто река. Просто, ну, по сравнению там у нас, например, в Ростове Дон. Это уже нижнее течение, уже почти там скоро он впадает в Азовское море. Там он, наверное, процентов 2, наверное, процента от ширины Лены, которая здесь в среднем течении возле Якутска. А там дальше, возле Сангар, уже Алдан впадает в Лену. Алдан вообще мощная река. Она там, по-моему, как река-приток в мире, там на 2-м месте. Что-то там, ну, как-то там считаются по кубическим километрам притока. Алдан
После этого там Лена вообще могучая становится. А дельта у нее, я не знаю, километров 300, наверное. 200. Ну, где она впадает в, я не помню, море Лаптевых, что ли. Там. Ну, Северный Ледовитый океан. В общем, могучая река вообще. Так, ну это будет опять видео длинное, походу, да? Ну я сейчас, наверное, сниму съезд на переправу. Дальше там что, по льду. Едешь. Ну или может нон-стопом, не знаю, заснять. Что лучше, реку снимать или Якутск? Пока не стемнело. То я в прошлый раз заехал в Якутск, там видимость была 3 метра, все в тумане. Ну, зато атмосферу передает этого Дубаря. Было там 47 минусов, все во мраке просто. Сейчас у них лето, походу, минус 18. Через 600 метров поверните налево на трассу Р-504. Вот сейчас трасса Р-504, она как раз прям по реке. Скрипит что-то. Поверните налево. Ну, тут все промерзшее. Тут это потепление, Через наверное. 400 метров поверните направо на Ледовая переправа Якутск, Нижний Пестях. Ага, вот она говорит ее, да. Ну, эти на мотособаке, да? Или что это такое? Ну, такой тягач, короче. Ну, вот она и переправа. Тут все почему-то едут по встречке. Ну, тут встречная, как бы, Поверните направо. полоса, что ли, поровнее. Или куда-то они вон в сторону там. Ну, видите, по торосам каким-то там куда-то. Прямо 11 километров. А, о, 11 километров, значит, вот как раз по реке едем. Тут кто-то машину забыл. Это выезд, получается, из Якутска. А нам на ту сторону, ну, то есть разнесены потоки. Чтобы нагрузку снизить. Да и плюс, чтобы всяких ДТПшек, наверное, не было. Чисто одностороннее. Оп, 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 оп. Это ж криво тут все. Ну и все, вот оно. Это уже по льду. Что-то в этом году сказали как-то, ну, поровнее обычно, в общем. Ну, может, правда, я тот раз ехал покривее, может, было, не знаю. Ну, вот видите, это, ну, как наплывами, это они помпами воду, я так понял, намораживают, выравнивают это все. Бывает, что трещины, вот, ну, вот в трещинах лед разбивается, яма получается такая, что можно приехать. Ну и все, вот 11 км. Не знаю, есть смысл все 11 км снимать. Тут четко возле берега. Идем, а потом уходим. Грубо говоря, по маршруту, как идет паром. Ну, даже нарисовано на навигаторе. Там еще одна есть тропа, ну там сказали не очень, там на трубе называется, ну там, ну, по островам, получается, все время съезжаешь, заезжаешь на них, там вот эти крутые подъемчики, все криво. А тут вроде как поровнее, что, 50 еду. Потихонечку. Ну, чтобы снегом не пылить, на лед чисто. Ну да, ее точно подзалили, потому что раньше было
этим рейсом побольше канав. Ну, как мне писали, глубина по фарватеру там 38 метров есть. Ну, а так, наверное, здесь вот поменьше, конечно, возле берега. А лед примерно толщиной около 2-2,5, наверное, метра. Ну, плюс, может, что-то наморозили. Видите, вот как река замерзала, вот все криво, торосы. А тут они как бы вычищали, сверлят отверстия мотопомпами или чем-то. Ну, так вода расходится, готовят как бы зимник и уже потом открывают его. Ну, вот так вот река, видите, как замерзла, все. Тут, в принципе, не пройти, не проехать называется. Торосы, все поналоманный лед. Ну вот примерно до середины, конца апреля. Вот это вот по льду тут ездят, даже вплоть до того, пока вода уже сверху льда не стоит, в общем. Ну я так не попадал, не было желания сюда ехать в это время. Я попадал в прошлом году на паром на открытие, приехал, а паром еще не пошел. Вот, кстати, видите, парит. Залили участок. Только непонятно, откуда вода. Или может это, не знаю, что-то не видно шлангов никаких. Видно, что свежая вода как-то, наплывы эти замерзшие. Резервная полоса, короче. Ай. Так, только не пишите мне, что я еду по левой полосе, при свободной правой. Тут как бы так. Ну, наверное, правила дорожного движения также действуют, да. Ну, уже стал на траекторию. И не это, чтобы не мельтешить. Показалось, что это поровнее, потому что там как-то... Ну да, тут даже видно, что-то дорога как бы чутка повыше в уровне. Намораживает. Уже к весне дело будет, там будут ездить. Все, уже от берега отошли нормально. Поплыли, как говорится. Тут уже глубина нормальная такая, метров и 20, наверное, может быть. Ну, как раз, да, фарватер здесь вот и ходят сюда. Тут, может, и есть 38 этих. Да, как раз стемнеет. Да, первым рейсом я ехал, и трещины большие были, прямо, видно в глубину там что-то. А сейчас уже получше. Видно, что залили поверхность, именно выровняли все эти неровности.
тут будет романтический момент. Это заезд на берег. Там такой бугор обледенелый. О. Тут, я не знаю, песком посыпали дорогу. Или что это, песка много. Вон там еще едут куда-то выезд. Ну, машины там. Экскаватор работает какой-то. Так, это я что, Артура догнал? Судя по фонарям задним. Артур, это ты крадешься тут аккуратно? Да, выпустил. Ну я все как положено, поворотики. Ну да, торосы такие изо льда такого сантиметров, ну, 20. Ну, когда еще, ну, замерзал, течение туда-сюда ломало льды. Ну, такой уже 2-метровый, конечно. Лед уже особо с него торосы не поделаешь. Тут надо моща такая. Так, ну скоро выезд. Вон он, там, по-моему, машины идут. Так, вот теперь какое-то массовое мероприятие намечается. И сзади табун машин несется. И спереди. Надо как-то отпустить всех, чтобы выскочить. Вот тут как раз вон споты могут и помочь. Когда вот такой твердый лед. Опа. Тоже может быть даже... А нет, это еще не берег. Или, не знаю, там как-то низко сильно. Может, на какой-то островок типа тут заехали. Ну, судя по фотке с этого, это по реке мы едем. Это просто видно, лед возле берега так просел или что. Ну, вот тут вот у них ниже. Там какие-то пацаны вон застряли, вообще непонятно куда поехали по сугробам. Там вроде даже дороги нету, я не знаю, что они там делают. Так, а тут вроде как поспрямляться. Ну да, это видать, видите, лед вот он просел.
Показывает навигатор 32 минуты ехать. Но... Нет, вот сейчас буду с переправы съезжать. А, то есть другой адрес, да? Все, я понял. Ну, сейчас я остановлюсь, гляну в навигаторе. Хорошо, ага. Сейчас, все. Адрес другой какой-то теперь. Понял. Короче, ладно, сейчас я выскочу здесь, потом уже буду навигатор настраивать. Вон там на бугор. Ну, в принципе, так вот вроде нет никакого бугра. Главное не забудь закочегариться. А ну я сейчас автомат включу, этот. Блокировку автомат. Так, что-то тут... А, вот тут еще один бугор. Ого. По прошлый раз такого не было, по-моему. Это просело так, что ли? Льды попроседали. Сейчас я подожду, он проедет. Ничего себе, да. Да, слушаю. Вообще, блин, вовремя. Ну да, судя по нему, такие загребания. Как бы там и не разгонишься, по большому счету. Ну да, с прошлого раза подпросело тут все. Через 600 метров поверните направо. Ну, я даже сбросил газ. 504. Выключил он споты. Ну да, оно как-то со стороны кажется так. Тут получается, вот здесь был бугор больше, чем там. Так, можно уже на автомате. Вот эти вот сообщения, конечно, про отдохните, знаешь. Да, нормально все. Сейчас я слышь, надо где-то встать. Вот он мне уже новый адрес сбросил. Сейчас я это... Ну давай это, если что, на связи. Увидимся во Владивостоке тогда. Давай. Ну понял. Но мне как-то другая улица. А Чеченко или что-то такое, я так не увидел. Сейчас поеду туда. Ладно, вот так вот, в общем, переправа. Сейчас я посмотрю адрес и по Якутску уже включусь. Переправились. Всем удачи. Поверните. Так, я тут все катаюсь. Якутск аж вокруг объехал. Получается, навигатор молодец. Ну, типа рядом показывает и направо с парома. И все. И потом в какую-то такие дебри. Типа там, ну, реально там улица такая вот снегом засыпанная. Вот типа здесь спускаешься. А вокруг, получается, ну, особо и развернуться негде. Все, что так вот, везде сугробы. Ой, короче, хоть бы подсказали эти. Я спрашиваю, навигатор актуально ведет? Он говорит, да. Блин, а тут столько улиц таких вот, ну, вот типа вот такого сворота. Откуда он там выехал, непонятно. И еще снег повалил, капец, гляньте опять. Видимости 0. Я, короче, кругаля нарезал, аж, получается, со стороны Мархи заезжаю. Ой, блин. Так, 2,7, что-то там куда-то.
даже вот реально, там вот дорога идет понад этим, там негде стать просто, чтобы даже в навигаторе порыться. И тут что, посреди дороги? Все вот эти заезды, тут вообще сливается, все непонятно. Ну, на фуре ж опасно как бы съезжать куда-то. Там возле магазинов забито все, ну, где видно, натоптано. Ой. Ну, хороший снежок идет. Прям, я думаю, тут... А мне до завтра все равно здесь быть. Ну, может, кстати, они там что-то переиграли и, может, выгрузят все. Не знаю, не получилось. Вот видите, остановки такие закрытые в Якутске. Так, ну кольцо это я знаю, вот 2,2 километра. А, все, понял теперь. Блин, так это вообще улица рядом получается. С труда, елки-палки, а. Я кругалей нарезаю, это знаю, где это труда вообще, просто как туда ехать. А я послушал навигатор и повернул не в ту сторону. Но труда-то я знаю, тут раз и все. Налево заверни, я бы уже, блин, наверное, выгрузился. Короче, без комментариев. Как раз здесь заправка Саханефтегазбыт. Ну, короче. Покатались. Да, тут туман был, то снегопад. Короче, Якутск, он как специальный, не любит сниматься. Все сразу замаскировался. Хотя я с переправы съезжал, как бы, ну, нормально было все. Только, видно, туча нас догнала. Ну, мы ехали примерно, ну, снег, конечно, поменьше был, но сзади такие синие тучи, как осенние были. Да, съемка, конечно, информативная. Так, кольцо 1,3. Тут, видите, он дизель 7670. А бензин, что там? 95-й 57,70. Второй 56,80. 98-й 62. Да, я думаю, тут хорошо подзавалит. И ветерок есть, главное, что и минус 18 с ветром, и вот такой снег кружит. Думаю, для этих мест тоже редкость такая погодка. Алло. Вот она, я не знаю, как подорвана, видите, вот чуть-чуть газу. Аж подпрыгивать начинает. Что за это? Избыток мощности. Ну, именно при трогании. Через 600 метров круговое движение, 3-й съезд. Понял, принял. Ладно, я не знаю, что тут еще снять-то.
вот что-то проясняется. Тут видео, где... Ну, это как бы, в принципе, центр. Я бы мог сразу налево свернуть. И там раз, и вот сюда выехать просто. Да уж. Круговое движение. А навигатор направо, и я так мельком глянул 4 километра, а потом куда она показала свернуть. Это елки зеленые, что-то как потерпевшие. А я, ну, грубо говоря, газ вообще не давлю. Вот у нее как-то короче, своеобразно ведет себя. Скоростной мост не может медленно вращаться сразу, куда-то ему надо скрыться. Так, разойдись. Это вот Труда как раз улица, где все вот овощебазы, там все дела. Здесь. Так, пешеходы, я 1000 извинений, но пока ты дойдешь, я уже пока доеду. И получается, вот на ту сторону как бы везде вход, и с этой стороны вот это я в крайний раз выгружался здесь. А это мне получается от светофора в ту сторону куда-то. Ну не звонят, значит еще грузчиков нету, а то уже 10 раз позвонили. Вот этот основной двор вот этот, по-моему. Через 300 метров Ну да. по светофоре поверните налево на улицу Очиченко. Фрукты, овощи. Я сюда капусту привозил. И вот тут на заправке можно стоять. Ну, как раз вот она, ну, в начале Труда. Ну, летом попроще. Сейчас даже вот так вот. Тут шаг вправо, шаг влево. Не пойми, что, канавы или не канавы. В общем, ладно, почти приехал. Ладно, давайте. Все, завтра буду выезжать. Может, там через центр вот в ту сторону засниму. Поверните Все, налево. удачи всем. Я сейчас налево, короче.